Нет, сильный. Всем добрый день. Меня зовут Екатерина, руководитель туристско-информационного центра Республики Мордовия. Я рада вас приветствовать на аккаунте Туризм РМ. И сегодня мы с вами стоим под дождем, начался дождик, но экскурсия у нас от этого виртуальная не отменяется. И сегодня мы с вами отправимся на виртуальную экскурсию по музею народной мордовской культуры. И виртуальную экскурсию для вас проведет Баулина Надежда Петровна, заведующая музеем мордовской народной культуры. Надежда Петровна расскажет вам сейчас небольшую такую экскурсию по зданию, и потом мы пройдем все-таки вовнутрь, потому что дождик пока не прекращается. Надежда Петровна, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Погодные условия, я думаю, что нам не помешают. Мы начинаем только знакомство с нашим музеем, с улицы, с фасада. И почему мы так решили начать именно отсюда? Потому что наш музей, музей мордовской народной культуры, он располагается в самом центре города Саранска, в его исторической части. И когда приезжают к нам туристы, спрашивая своих попадающихся на пути людей для того, чтобы отыскать местонахождение нашего музея, они обращаются к людям, а многие зачастую и не знают о том, что в городе существует такой музей и где он располагается. Поэтому мы с вами находимся на улице Советской, бывшая улица Базарная. И находится наше здание на перекрестке улицы Рабочей и Советской. Это, я думаю, что всем известное место. И вот этот вот красно-белый двухэтажный особнячок – это и есть музей мордовской народной культуры. Ну и действительно, место это историческое, место это со своей историей, культурой и традицией. И Екатерина начала вам показывать стенд, и этот стенд нам говорит еще об одном месте и отводит нас с вами в 19 век. В 1828 году на этом месте, примерно где-то здесь, Кузьмой Александровичем Макаровым здесь был построен дом и была открыта первая рисовальная школа. И именно отсюда, с этих мест, ведет свой отсчет именно профессиональное, художественное образование нашего города Саранска, нашей республики Мордовия. И сын Кузьмы Александровича, Иван Кузьмич Макаров, это академик портретной живописи, именно здесь он получал свое первоначальное образование под покровительством своего отца. Ну и вы видите, что наш музей – это памятник городской провинциальной архитектуры начала 20 века. Построено это здание в 1905 году купцом Константином Харлампиевичем Бараблиным. И располагаясь в самом центре города, это здание как нельзя лучше имело своим расположением тот факт, что Константин Харлампиевич Бараблин, он был купцом и занимался торговлей. И непосредственно на первом этаже этого здания в те времена располагались торговые лавки. Купец ввел такую благополучную торговлю, и для этого были все условия. Первый этаж, мы сейчас в него входим, в наше здание. Это были лавки торговые. На втором этаже располагалась жилая часть. И мы с вами проходим сейчас в зал. Ну, вы можете видеть, что зал
пуст. Обращаю ваше внимание, в отсутствие каких бы то ни было экспонатов, в это наше сложное время, на интерьер, а интерьер здесь самый обычный. Нас привлекают вниманием сводчатые потолки. Конечно, в здании располагалось большое количество организаций с того момента, как было построено это здание, и с того момента, как в 1917 году здание это было национализировано и передано в руки народа. Вот с 1917 года здесь находилось большое количество разнообразных организаций, и чем еще известно наше здание, что с 1918 года, 15 августа, до 15 августа 1919 года здесь располагался первый мобилизационный отдел Красной Армии. И в связи с этим на данный момент наше здание является вот именно памятником, охраняемым государством. Мы находимся под охраной государства. И вот хочу ваше внимание обратить на тот потолок, который присутствует здесь, в наших залах первого этажа. Конечно, ремонт преобразил этот потолок, но тем не менее вот эта сводчатая конструкция, она с того времени, с тех времен. Также хочу отметить, что цокольный этаж, подвал нашего музея, он тоже не пустует на данный момент. Там находятся в нашем музее запасники, хранилище, и также там располагается гардероб. Но там потолки гораздо ниже, и там тоже мы можем наблюдать точно такую же конструкцию потолка. Ну а наши залы, и хочу отметить, что именно эти два зала у нас являются выставочной площадкой, и зачастую они, конечно же, не пустуют. В этих залах мы проводим разнообразные выставки. И даже вы, если обратили внимание, у нас в витрине стоит деревянный резной конь. Да. Это экспонат, который ждет следующую выставку. У нас планировалась выставка династии Рябовых, талантливых мастеров, резчиков по дереву и художников, но выставка, к сожалению, пока не состоялась, но данный экспонат дождется своего времени, и мы обязательно откроем эту выставку. Конечно, все выставки, которые были запланированы у нас на предстоящий год, на 2020 год, мы проведем. Они обязательно будут, но тогда, когда музей распахнет свои двери для наших посетителей. Нужно сказать, что выставки у нас проходят разнообразные. Не нужно думать, что исключительно постоянная экспозиция в нашем музее привлекает внимание наших посетителей. Каждый месяц мы стараемся открыть новую выставку, интересную, разнообразную, и выставки декоративно-прикладного искусства, и выставки живописные, графических мастеров, выставки местных авторов или приезжающих к нам из других регионов нашей необъятной родины. У нас очень много выставок. Ну и, конечно, я хочу сказать об истории самого этого музея. Конечно, наш музей достаточно молодой. Музей этот открылся для посетителей в 1999 году, 6 октября. Вот в прошедшем 2019 году мы отметили свой маленький юбилей, 20-летие. Нужно сказать, что до того, как фонды нашего музея прибыли сюда, в эти стены, они находились в другом месте и в ведении Мордовского объединенного краеведческого музея и располагались в музее под открытым небом, музей зодчества и быта, который находился в Макаровке. Но после того, как в 1997 году фонды этого музея, этот комплекс был передан Саранской епархии, фонды переехали в город Саранск. Ну а в 1999 году, в мае месяце, был подписан указ о передаче фондов и здания музею
Мордовскому республиканскому музею изобразительных искусств. И именно наш музей по сей день является музеем на правах отдела Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи. Мы их отдел, можно сказать, мы их филиал, но со своей такой изюминкой, со своими особыми экспонатами и экспозициями, которые располагаются на втором этаже. И я вам предлагаю пройти по лестнице, а как говорят в любом храме, а музей это храм, должна быть своя лестница для того, чтобы посетитель как бы прочувствовал всю торжественность того события, что пришли люди в музей, и важность этого мероприятия. И мы с вами тоже поднимаемся на второй этаж нашего музея. И вы можете видеть, что если на первом этаже высота потолков у нас была где-то 3 с небольшим метра, то здесь уже практически более 4 метров. Получаются залы нашей постоянной экспозиции более такие светлые, но не скажу, что они очень большие. Да и действительно, залы этого небольшого особняка, ну, наверное, не могут быть большими, потому что комнат было не так много, и они были не такими большими. Хочется отметить, что до того, как в этом здании открыл двери Музей мордовской народной культуры, здесь находился Национальный театр. И, конечно, здесь проходили интересные постановки национальные, здесь играли актеры, здесь витал совершенно иной дух. Сейчас здесь музей, и дух спокойствия, дух размеренности, наверное, более присущ теперь уже этому пространству. Ну, а наша постоянная экспозиция, она называется «Мир мордовской деревни». И эта экспозиция первоначально была организована, как я уже говорила, в 1999 году Татьяной Петровной Прокиной. За весь период работы нашего музея экспозиция претерпела лишь единожды изменения в 2007 году, когда в музее проходил такой обширный ремонт. И после того, как ремонт завершился и прошла большая всероссийская выставка «Ялгат», здесь была восстановлена немножечко иная экспозиция, автором которой была Сурина Маргарита Ивановна. Именно эту экспозицию мы с вами можем наблюдать по сей день. Ну, наш рассказ начинается вот с этого пространства, коридор, где мы с вами видим на стене баннер с яркой национальной вышивкой, с принтом этой вышивки, ну и 2 вот таких больших дубовых наличника, как символ такой монументальности, как символ дома, а ведь мордовская семья – это в первую очередь дом, под крышей которого собираются все члены семьи, где проходят разнообразные мероприятия, и праздники, и рождения, и какие-то сезонные праздники. И первый зал нашей постоянной экспозиции, он и посвящен праздникам и обрядам мордовского народа. Мы с вами заходим в этот первый зал и видим, что здесь показаны витрины. Конечно, наша экспозиция, она демонстрирует некоторые пласты, некоторые части культуры мордовского народа, Эрзи и Мокши. И, конечно, праздники занимали в жизни Мордвы немалую роль, потому что, трудясь на благо семьи, трудясь на благо общества, каждый ждал чего-то, отдохновения для своей души, наверное, праздника, где мог показать какие-то свои особые умения, какие-то свои особые, наверное, костюм в том числе, потому что традиционный женский костюм конца 19 и 20 века, он очень интересен, очень красив. Мы его тоже с вами потом увидим. Но а вот этот зал,
где мы демонстрируем праздники, где мы показываем и рассказываем об обрядах. Конечно, экскурсия наша занимает по времени где-то 45 и более минут. Академический час экскурсионный — это 45 минут. Но зачастую мы в это время не укладываемся, потому что нашим научным сотрудникам есть что рассказать, они очень много знают. Но бывает и складывается так, что каким-то группам экскурсантов нужно уложиться в гораздо меньшее время. Мы рассказываем и 30 минут, а кто-то хочет узнать информации больше, информацию почерпнуть глубже, пообщаться с экскурсоводом. Там мы не ограничиваем, и час, и полтора может длиться наша экскурсия. И, конечно, в этом зале мы рассказываем первый подиум о празднике, который называется Тейтерень-Пивень Кудо. Это осенний ирзианский праздник, девичий праздник. И этот праздник сравним с русским праздником Кузьминки, когда у русских начинались посиделки. А в мордовских ирзианских селах был этот праздник. И мы рассказываем о том, как, из чего состоял этот праздник, сколько он длился. И в подтверждение наших слов у нас есть еще и фотоматериал. Вообще мы в музее старались как бы органично вплести в экспозиционный вещественный материал еще и фотоматериал. И вот на этой подборке фотографий мы с вами видим, каковы были праздники. Здесь и моление о лошадях, здесь и проводы весны, здесь и праздник Троицы, который мордва тоже отмечали. Обязательно были пшёлные блины, в центре вы на фотографии видите. А вот верхняя левая фотография, которую вам сейчас показывают, это праздник именно Тейтерень-Пивень Кудо, где показаны две девушки, главные на этом празднике, атаманка и казачок. Они объезжали на лошадях своих все село, а села раньше были огромные, большие, из нескольких улиц состояли, и всех нужно было пригласить, девушек молодых от 15 до 17 лет, для того, чтобы они знали, что этот праздник начинается. Также моление о лошадях, моление на роднике и поминовение родителей усопших. Но это тоже часть нашей с вами жизни. Ну а какие предметы показаны в витринах и о чем они у нас рассказывают? Вот первая витрина, которую вы видите, это праздник Покров. И у нас здесь показано Покров баба. Конечно, всю экскурсию я вам сейчас подробности рассказывать не буду. Это будет у нас с вами интрига для последующего, может быть, вашего реального прихода к нам в музей. Но хочу сказать, что праздник Покров, который отмечается в октябре, мы тоже о нем рассказываем. Еще одна витрина у нас демонстрирует праздник зимний, самый главный для того времени, это праздник Рождество. И здесь перед нами находится Роштова баба, бабушка Рождество. Это персонаж тоже интересный. На самом деле здесь в женскую одежду наряжен манекен, и, казалось бы, логично было подумать, что это была женщина, так же как Покров баба. Но на самом деле в женщину раньше на Рождество рядился молодой человек, парень, и на все село эта Роштова баба была общественным контролером. А что она контролировала, вы узнаете, когда придете к нам в музей. Еще одна наша часть экспозиции тоже очень привлекает внимание, особенно наших молодых посетителей, школьников, мальчиков. И вот эта инсталляция, и череп на стене, и свеча в витрине, и вот такой большой нож. Эта экспозиция, часть, показывает нам с вами те времена, когда мордва были язычниками. И эта экспозиция, часть, показывает нам Роденштаттл, моление такое весеннее, когда вся семья, весь род собирался на опушке леса у священного дерева и совершали обряд жертвоприношения богине леса Виряве.
Принося жертву этой богине, люди рассчитывали на то, что предстоящий сезон, а как я уже сказала, что моление было весенним, будет благополучным, что и всходы будут удачными, и урожай будет богатым, и, конечно, все, кто причастен вот к этим событиям, мероприятиям посевной и выращиванию урожая, будут здоровы и благополучны. Также в этом зале у нас имеется витрина, в которой мы представляем атрибуты, связанные со свадьбой. Конечно, сам праздник свадьбы это целое театрализованное действо у мордвы в прошлом. Конечно, сейчас уже эти обряды практически нельзя встретить в быту. И мы рассказываем в нашей экспозиции именно о времени конца XIX и начала XX века. В то время четко следовали всем традициям. И, конечно, как я уже сказала, что свадьба это было действо на несколько дней. Свадьбу гуляли иногда целую неделю. И для того, чтобы показать костюм свадебный и показать персонажей, участников свадебных действий, конечно, нужно было бы выделить целый зал. И он у нас когда-то был до смены экспозиции. Но сейчас мы представляем только атрибуты, связанные со свадьбой. И говорим мы здесь о крепкой, дружной семье, о династиях, можно сказать. И опять-таки здесь в витрине, в подтверждении моих слов, мы видим фотографии. Внизу семья, наверное, только не очень такая взрослая семья, потому что детям здесь не более 10 лет. А как вы знаете, что семьи раньше были многодетными, и, наверное, многое у них еще впереди. В середине фотография, представляющая мужчин, мужскую половину рода. Сверху представлены женщины, и в том числе эти фотографии дают нам замечательную возможность посмотреть, как выглядели раньше мордва. Ирзяне, макшане, костюм, их облик. Но и отчасти те дела, какие сопутствовали их жизни. Здесь мы рассказываем в витрине об обряде смены головного убора, об обряде, когда девушка-невеста одаривала родственников жениха подарками, и когда дарила подарки своему будущему мужу. Здесь мы рассказываем о том, каким угощением и что было угощением на мордовской свадьбе. И говорим о том, что, обращая внимание вот на эту чашу с зерном, с яйцами и еще с репейником. Тоже удивление возникает у наших посетителей, а зачастую здесь ведь у нас неподробно в экспликации расписано, что и зачем мы показываем. А на самом деле вот эта чаша с зерном и с яйцами, это говорило о том, что основным угощением на свадьбе были пироги с разными начинками, а перед молодыми, женихом и невестой, ставили свадебный пирог, который назывался лувань-кши. Состоял он из нескольких слоев в одном пироге. В качестве начинки там могли использовать и пшенную кашу, и творог, и куриное мясо вареное, и свинину, и яйца. А верхний слой – это действительно вареные, но не чищенные яйца, как символ плодородия и появления потомства у молодой семьи. А защищать и оберегать на свадьбе молодых жениха и невесту был репейник, который обязательно находился в центре. И его, когда ели пирог, оставляли вот центральную часть и потом уже переносили вместе с молодыми в амбар, чтобы там это растение, либо репейник, либо еловая веточка, защищали молодых от сглаза и порчи.
Ну и последняя витрина этого зала у нас демонстрирует похоронный обряд. Действительно, это один из наиболее сохранившихся обрядов. И все мы с вами почитаем своих умерших родственников. А ранее это была традиция. И похоронный обряд, он тоже очень сложен. В нем очень много особых моментов, которые нужно было по традиции соблюсти. И вот этим обрядом мы заканчиваем рассказ по нашему залу. Обряды и обычаи. Двигаемся мы с вами дальше, и впереди у нас еще 4 зала. 4 зала. Да. Это у нас музей у нас небольшой, но информативный, как я уже говорила. И мы с вами постараемся посмотреть остальное побыстрее. И я только на некоторых моментах остановлю свой взгляд. Вы можете увидеть, что в этом зале у нас представлена домашняя утварь, предметы домашнего обихода. И, конечно, можете догадаться, что мы говорим о крестьянской избе, о том наполнении, которое было присуще мордовскому народу. И, опять-таки, обращаю ваше внимание, напоминаю, что наша этнографическая экспозиция, она показывает время где-то начала 20 века. И действительно, мордва раньше жили в деревне, в селе, и жили очень скромно. И, конечно, экспозиция наша наполнена предметами, которые сделаны в основном из дерева. У многих из этих предметов есть своя история, есть свое предназначение, о котором мы расскажем в нашей экскурсии. А здесь я ваше внимание хочу обратить вот на такую дверь. Как многие говорят, что дверь – это дорога в дом. Когда мы подходим к дому, первое, что встречаем, это дверь. Ну, а наша дверь достаточно небольшая. Это дверь в курную избу, которая как бы говорила о том, что прежде чем ты войдешь в эту дверь, нужно поклониться. Но не всегда это было так. Двери в курной избе были двойными. Одна была в пол проема, а другая была выше. И когда топили печку в курной избе, дым попадал в пространство дома. И вот, чтобы этот дым выходил наружу, открывали большую дверь, малая оставалась закрыта. В доме было тепло, и дым уходил наружу. Ступа с пестом, фонарь, который служил для освещения, жернова, которые помогали намолоть определенное количество зерна, если у хозяина не было возможности поехать на большую ветряную мельницу. Витрина, где мы показываем образцы плетения и из ивовых ветвей кошель, и туес из корня елового, и берестяная ложкарница, и, конечно же, традиционные мордовские лапти. Обо всем этом мы тоже рассказываем на нашей экскурсии. И плетением у мордвы занимались в основном мужчины. Плели лапти пожилые уже дедушки и мальчики, кто не был занят сельскохозяйственным трудом. Также корчага для хранения зерна, квашня для замешивания теста. Тоже удивительный предмет. Иногда нас спрашивают посетители, ну как же в этой дырявой квашне можно было тесто замесить? Но мы с вами напоминаем, что предметы в нашей экспозиции насчитывают многие десятилетия своего рождения. А квашню обновляли и делали ежегодно новую. Плетение было плотным, и тесто, а потом выпечка, которая получалась замешанной в этой квашне, были душистыми и ароматными. Также мы с вами можем увидеть здесь и посуду, которая занимала свое место, когда вся большая дружная семья, а это где-то 10, 15, 20 человек в семье могло быть, собиралась за общим столом. Также мы с вами видим горшки, крынки, различные формы и для сметаны, и для молока, и для кваса. Ну и, конечно же, различные формы маслобойки, ручная маслобойка и механическая маслобойка, пахталка. Вот это уже механическая, да? Маслобойка, вот это вот у нас, а это у нас
как говорят многие, шкатулка. Шкатулка, но не простая. Это солонка, дорогие друзья. У вас здесь И как квест можно да, устраивать, для чего? мы загадываем загадки, потому Да. что действительно многие предметы для наших современных, не только детей, наверное, для многих взрослых, уже это история, это прошлое. Люди практически некоторые не были никогда в деревне и не видели таких предметов, поэтому для них это загадки. В этом зале мы рассказываем о женщине хозяйке, о женщине матери и о женщине, которая одевала всех членов своей семьи. И действительно, я думаю, что можно говорить о том, что традиционный ирзианский и макшанский костюм – это наше самое такое достояние мордовского народа, особенно праздничные костюмы. И в нашей экспозиции представлено не так много костюмов, гораздо больше их можно увидеть и в музее Эрзи, и в краеведческом музее, и более старинные костюмы. Но в нашем музее показано два ирзианских костюма. Это костюм больше Березняковского района, женщины-ирзианки уже пожилой. Два центральных костюма, которые вам сейчас показывают, это костюмы макшанские, праздничные, Зубово-Полянский костюм с набором украшений, элементов различных. На груди вы видите застежку, фибулу, сюлгам, бусы, гайтан. Справа от этого костюма это костюм Старошайговского района, и на этом костюме тоже есть свои особые элементы, есть особая вышивка, которая присуща исключительно этой местности, этому району. И я думаю, что вы согласитесь, что костюмы действительно очень богатые и красивые. И как говорят, что такой костюм женщине иногда было очень сложно самой одеть. Она прибегала к помощи своих родственниц или подруг, когда собиралась на праздник. Но особенностью макшанского костюма является то, что на праздник женщина одевала не одну рубаху, а от 3 рубах до 11 рубах надевала на себя нечетное количество. И это говорило о том, насколько богата семья, насколько женщина трудолюбивая и рукодельна. И мы с вами переходим далее по нашей экспозиции. И в витрине мы с вами видим костюм свадебный. Вот он, костюм свадебный девушки-ирзианки Атяшевского района. И вот такой костюм девушка должна была приготовить сама, собственноручно к свадьбе. Помимо этого она готовила и приданное, готовила и какие-то предметы, и холсты, и лапти она с собой брала, когда выходила замуж, и дополнительные головные уборы, и, как я уже говорила, она готовила еще и подарки, которые должна была подарить родственникам мужа. Ну и хочу ваше внимание обратить на вот эту часть нашей экспозиции. Здесь у нас показана рубаха и головной убор. Это костюм, элементы костюма шокши. Это Тенгушевский район, рубаха и головной убор сорка. То есть мы не забываем о том, что помимо эрзи и мокши еще у нас есть шокша. А до недавнего времени были еще терюхани и каратай. Но, к сожалению, ничего говорящего о том, как они одевались, у нас в экспозиции музея нет. Ну а мы с вами, помимо, проходя вот по залу нашему, также видим предметы, которые помогали женщине выглядеть прекрасно. Это мы с вами видим и донца с прялкой, и самопряху, и вот такой интересный предмет, который, ну, достаточно редок, но тем не менее это мялка для льна. Мы с вами знаем, что одежда раньше была натуральная. В последнее время использовали именно льняные холсты. И вот для того, чтобы обработать этот лен, прекрасные растения, материал, использовали вот такую мялку. Для того, чтобы отделить солому от сердцевины, от кудели.
Потом эту кудель вычесывали до состояния шелковистых женских волос, и начинала женщина прясть нитку. И чем тоньше эта ниточка была, тем рукодельнее была женщина-мастерица. Ну и, проходя дальше, мы с вами увидим пучок льна, то растение, которое давало материал для того, чтобы женщина выглядела красивой. Ну, хочу также добавить, что, если вы обратили внимание, у нас рядом с музеем очень красивая территория. Помимо сейчас цветущей сирени, летом у нас на участке растет и вот такой лен, который мы показываем и используем в нашей постоянной экспозиции. Ну а завершаем мы этот зал вот таким ткацким станом. Это ткацкий стан того времени. И действительно все элементы этого ткацкого стана присутствуют. Но другой вопрос, что, конечно, работать сейчас на нем можно с трудом, потому что он уже достаточно такой поживший. Нам бы хотелось иметь у себя в музее ткацкий стан, который дал бы возможность показать людям этот процесс ткачества. Но на данный момент времени, к сожалению, мы этой возможности не имеем. Но показать, как же этот процесс осуществлялся, мы все-таки можем. Мы с вами идем еще в один зал. Здесь пишут, что у вас очень приятный голос, который нельзя ни с кем перепутать. И что ребята из детского дома из Рязани приезжали, и они передают вам привет, Спасибо. что они в восторге от вашей экскурсии. Спасибо большое. Действительно, у нас посетителей очень много в музее. Больше 10 тысяч посетителей ежегодно к нам приезжают. Более 350 экскурсий проводят наши научные сотрудники. Ну, хочу сказать, что в этом здании, в нашем музее, всего-навсего 4 экскурсовода. А когда начинается туристский сезон, это традиционно с середины мая, июнь, и осенью, сентябрь, октябрь, ноябрь, у нас очень большой поток посетителей. Когда-то иногда нам приходится очень плотный график экскурсий составлять, но мы этому рады. Конечно, вот наша сегодняшняя ситуация говорит о том, что музей жив своими посетителями. И как бы мы с вами не общались в онлайн-пространстве, как бы у нас какая работа не велась на страницах музеев, я думаю, что никогда не заменит ничто живое общение и соприкосновение наших гостей вот с тем, что находится в пространстве музеев. Я думаю, что мы дождемся вас, и вы будете опять, как прежде, приходить к нам в музей, приезжать и жаждать чего-то нового. Ну, а это зал, детский зал, и вы видите, что он наполнен предметами, связанными с детьми. Лоскутное одеяло, конечно, это, можно сказать, история семейная, потому что ранее, конечно, вот таких фабричных одеял практически в сельских домах не было. Женщины готовили вот такие лоскутные одеяла из обрезков ткани, уже пожившей ткани зачастую, которые носили члены семьи. Мужские рубахи, мужские гимнастерки, какие-то женские платья. Все, что выходило из обихода, становилось частью вот таких лоскутных одеял. И это своеобразная история. И в этом зале мы рассказываем об обрядах детского цикла. Конечно, когда появлялись в мордовских семьях дети, это было очень радостное событие. И как говорят, что дом с детьми – это счастливый дом. Кто с детьми живет, тот радуется, а кто без детей живет, тот горюет. И детям отводилось большое значение. И на фотографиях, которые у нас тут тоже присутствуют, вы можете увидеть мордовских ребятишек. И на верхней фотографии это у нас девочки-ирзианки, внизу девочки-макшанки, и костюм можно тоже рассмотреть очень хорошо, пристально, как эти детки выглядели. Вы обратите внимание, что мы говорим о лаптях, а дети перед нами на фотографии босые. Ну, потому что зачастую, когда наступало лето, было тепло, сухо,
люди ходили босыми, и это никого не смущало. Ну и, конечно, костюмы, которые показаны в витрине, это макшанский девичий костюм и костюм для мальчика, рубаха, косоворотка, пестрые штаны у нас тоже показаны в экспозиции. Также мы рассказываем о том, что детей мордовских приучали к труду с ранних лет, с 5 лет обучали и мальчиков, и девочек тому, что умели их старшие. Мамы, папы, бабушки и дедушки. Ну и, конечно, баловали их игрушками, поэтому игрушки в этой витрине у нас тоже показаны. И куклы, и деревянные резные игрушки, и глиняные игрушки с ярмарки, и вот такие косточки. Удивительно, но этими косточками... Вот этими, да? Да, этими косточками тоже раньше играли. Мы сейчас с вами ходим в боулинг, чтобы шаром выбить кегли. Раньше таких игр не было, а были козны, батки или городки, для которых нужны были вот такие косточки, в частности. Набирали целый туесок этих косточек, 15-20 штук, и расставляли их, брали палку по увесистей и, отходя на несколько шагов назад, выбивали, играли на счет. Вот таким образом наши раньше прапрабабушки, прапрадедушки жили в своей семье, в своем доме, подрастали, учились чему-то важному, необходимому у своих родителей, для того, чтобы наше с вами сегодняшнее поколение жило и приходило в музей посмотреть именно на их быт, то, как было раньше. Мы с вами подходим к завершающему залу нашей постоянной экспозиции. Ну и этот зал, получается, что очень любим нашими гостями, потому что в 2009 году в этом зале, который первоначально был посвящен мужским занятиям и ремеслам, а часть этой экспозиции, говорящая о том, что мужчина в доме был хозяином, что мужчина брал на свои плечи самые тяжелые, трудоемкие занятия, плотницкое, столярное ремесло, сельскохозяйственную обработку земли, кузнечное ремесло. Эта часть экспозиции осталась, но, как вы можете посмотреть и увидеть, она потеснилась, давая возможность организовать нам в этом зале вот такой интерактивный уголок, где мы со своими гостями проводим очень интересное время. Первоначально, конечно, мы планировали, что здесь мы будем заниматься с детьми, со школьниками, но случилось так, что это пространство у нас стало местом встреч не только для проведения лекционных занятий, рассказа о традиционной мордовской культуре для детей именно младшего школьного возраста, но и место встреч с нашими гостями из других регионов. Хочу сказать, что у нас в музее, помимо традиционной экскурсии, очень много других программ. В частности, программа «Мордовское гостеприимство». Эта программа тоже работает у нас уже более 10 лет. И у нас в музее есть свой архив. Я показала вот здесь для вас такие большие альбомы. Это только 2 альбома из 7, которые у нас есть. И здесь мы как бы фиксируем всю историю жизни нашего музея. И вот 2009 год сложилась такая обстановка, что у нас начал развиваться туризм. И вот конец именно вот 2000-х годов дал возможность нашему музею выйти на новый уровень. У нас была разработана программа «Мордовское гостеприимство» для людей, которые хотели за короткое время познакомиться вот с культурой, традициями мордовского народа, но помимо этого увидеть костюм вживую на человеке, на наших научных сотрудниках, получается, употребить блюда мордовской кухни,
А вы знаете, что самое такое распространенное блюдо — это мордовские блины пачат и открытые ватрушки панжака с творогом и с картошкой. И у нас вот получилась такая очень интересная программа, которая жива по сей день. Она востребована нашими гостями, но единственное, что она требует достаточно продолжительного времени, где-то 2 и более часа, потому что проходит экскурсия, проходит встреча гостей с хлебом, с солью, рассказываем мы о гостеприимстве мордовского народа, поет ансамбль бессменный, с которым мы работаем уже все эти годы, Ламзурь, исполняет песни на эрзянском, на макшанском языке. Кому-то это время, они могут позволить себе такое время. А когда приезжают к нам гости, и настолько у них обширная и плотная программа по городу Саранску, и еще, может быть, они посещают какие-то достопримечательности других районов и регионов, то время ограничено, как говорят, в пределах часа. И у нас сложилась немножко другая усеченная программа, которая называется «Мордовский колорит». Здесь уже у нас более просто это все проходит, но тем не менее сохраняется момент дегустации блюд мордовской кухни. И мы предлагаем своим гостям сделать вот что-то, какой-то сувенир национальный на память. Это тоже очень интересно. И хочу ваше внимание заострить на том, что в нашем музее проходит большое количество мастер-классов. Мастер-классов тематических, мастер-классов в рамках заявленных лекционных занятий, когда дети к нам приходят в течение года, цикл наших лекций называется «Сказки для маленьких мастеров». И вот каждое занятие, помимо рассказа научного сотрудника, оно может включать и мастер-классы. Ну, а те моменты, когда мы с вами встречаемся в день открытых дверей, это весной, в день 18 мая или, может быть, раньше, когда мы празднуем праздник День музеев. А, кстати, сегодня праздник, с которым я поздравляю всех наших коллег и людей, близких к музею, с этим праздником, с Днем музея. И хочется пожелать и творческих успехов, неутомимой творческой натуры и того, что всегда в стенах музея были зрители и посетители. И что было нам с вами, для кого показывать и мастер-классы, и рассказывать о тех кладезях нашей информации, которые каждый сотрудник музея имеет внутри себя, для того, чтобы этим всем можно было поделиться. Поэтому разнообразные мероприятия и праздники. Я хочу сказать о том, что в нашем музее мы проводим утренники, праздники, посвященные празднику Масленицы. Очень нравится детям, когда мы с ними проводим вот такую театрально-развлекательную программу. Праздник Рождественский дом – это праздник Рождества. Ну и, конечно, каждый, кто придет в наш музей, найдет для себя что-то интересное. Ну, а если что-то не найдет, мы всегда готовы к диалогу. Мы рассмотрим ваши предложения, мы подыщем свои возможности и обязательно вместе с вами их воплотим. Ну, а вы видите, что вот такое душевное пространство крестьянского дома, крестьянской избы, я думаю, что оно вызывает вот такое теплое чувство, желание поприсутствовать, побыть в этом музее и действительно узнать что-то новое и интересное. А скажите, здесь вот в данном зале можно экспонаты трогать руками? Да. Ну вот дети прибегут и... Да. У нас именно в этом зале, этот зал мыслился как интерактивная площадка, где можно присесть за прялку, где можно потрогать колыбельку и, может быть, положить туда куклу. А куклы у нас тоже имеются, и малыши кукольные, и те, кто уже постарше, побольше, потому что с помощью вот этих кукол мы рассказываем о Мордве. А то, что вы сейчас видите, это
прижившаяся у нас уже тоже русская народная кукла. И эта кукла тоже учит нас очень-очень многому. И русская кукла, в ней заложены, наверное, такие большие, можно сказать, философские начала, о которых, я думаю, что многим будет тоже интересно узнать. Ну и на печке у нас, помимо горшков, живет еще вот такой интересный, замечательный котик. На наших вот стеллажах вы тоже, когда осматривали зал, могли видеть и матрешек, и деревянную резную тавлинскую игрушку. Конечно же, у нас много дружеских связей, у нас проходит, опять-таки повторюсь, что много выставок, и мастера нам оставляют вот такие вот интересные экспонаты, потому что, в частности, у нас разрабатывается лекция «Деревянная игрушка», и для этой лекции нам необходимы вот такие вот предметы. Матрешка красивая, нарядная, разнообразная. У нас тоже есть занятие, которое рассказывает о деревянной кукле, красавице матрешке. Есть у нас лекция «Сказки у колыбели», сказки для маленьких мастеров, мастера и их ремесла, о том, чем занимались наши предки в те далекие времена. То есть каждый найдет для себя что-то интересное. Русская народная глиняная игрушка. То есть очень-очень большой цикл, который мы с удовольствием предложим всем желающим. А сколько человек может поместиться вот здесь на мастер-классе? Здесь минимальное количество, это от минимального 10, 15, 20 и 40 человек мы здесь тоже можем уместить. И действительно, я не лукавлю, к нам приходят группы экскурсионные, которые умещаются здесь в количестве 40 человек. Как говорят, в тесноте, но не в обиде. Если кого-то бывает больше, мы используем наш зал большой на первом этаже. То есть возможности нашего небольшого музея, ну, они реальны. И поэтому, вот если говорить о том, сколько человек одновременно мы могли бы принять здесь, в нашем музее, ну, скажем так, это 3 группы по 20 человек, 60 человек одновременно. Для 3 научных сотрудников, для 3 экскурсоводов это вполне для нас реально. Опыт и практика есть, она положительная. Ну и еще хочу сказать о том, что все-таки в нашем музее очень демократичные цены. Наш музей один из немногих, наверное, в республике, в городе Саранске в частности, который за разумные деньги предлагает достаточно интересную программу. Для того, чтобы узнать об этом, вы можете зайти на сайт нашего музея Эрзи, и там есть раздел, посвященный именно Музею мордовской народной культуры. Вся информация может быть доступна вам на этом сайте. Да, спасибо большое за такую экскурсию. Нельзя сказать, что она была все-таки короткой. Мы почти час гуляем с вами по данной экскурсии, но даже час вот проведя в данном музее, мы поняли, что еще много чего мы не услышали, Да. еще много чего можно посмотреть, и вообще интересно, каждый предмет интересен, у каждого предмета есть своя история, и хочется услышать эту историю. Поэтому спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Я надеюсь, когда снимутся все ограничения, все границы будут открыты, мы приглашаем всех в Музей народной культуры, чтобы вы услышали этот голос уже приятный не виртуально, а уже в прямом таком общении. Да, мы будем рады видеть вас у нас в музее. Да, всем спасибо, что были. Вот здесь вам передают приветы. Спасибо. Большое спасибо вам передают все. Спасибо. Спасибо, всех ждем в музее. До новых встреч. Да. Так, завершаем.